Слово для выступления предоставляется представителю Генеральной прокуратуры Джапаровой Аселе Абазбековне. Прошу вас пройти. Еще раз добрый день, уважаемые судьи Конституционного суда, уважаемые участники процесса. Значит, позиция Генеральной прокуратуры по обращению Токтакуновой следующая. Значит, считаем, что доводы адвоката Токтакуновой о том, что часть 4 статьи 439 Уголовно-процессуального законодательства Кыргызской Республики, выраженная словами «такие определения подлежат пересмотру в кассационном порядке одновременно с рассмотрением кассационной жалобы или представления на окончательное судебное решение, принятое по данному уголовному делу», значит, противоречит части 2, 3, 4, 5, 6 статьи 23, статьям 55, 56 и части 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики несостоятельны, поскольку указанная норма уголовно-процессуального законодательства не ограничивает права лица в части пересмотра жалобы, возвращения уголовного дела прокурору для восполнения пробелов следствия. Так, в соответствии со статьей 439 части 1.2 Уголовно-процессуального законодательства Кыргызской Республики, Верховный суд является судом кассационной инстанции и пересматривает судебные решения на основании и в порядке, установленных УПК Кыргызской Республики. Суд кассационной инстанции проверяет по кассационным жалобе, представлению, законность приговора, определения суда апелляционной инстанции. Согласно нормам части 4 статьи 439 УПК, предметом рассмотрения суда кассационной инстанции могут быть определения, предшествующие окончательному судебному решению, если обжалование таких определений предусмотрено настоящим кодексом. В соответствии с статьей 397 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, не вступившие в законную силу судебные акты суда первой инстанции могут быть обжалованы сторонами в апелляционном порядке. Таким образом, правом обжалования судебного решения обладают все участники судебного процесса, как обвиняемый, оправданный, лицо, в отношении которого велось или ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, их адвокаты и законные представители, государственный обвинитель или вышестоящий прокурор, потерпевший его представитель, а также лица, на имущество которых наложен арест. Кроме того, в целях исключения злоупотребления правом обжалования, допущения волокиты при рассмотрении дел и затягивания судебных процессов на долгий изнурительный срок, а также в целях необходимости от сторон взвешенного подхода при подаче жалобы или представления, законодателем по предложению судебных органов была внесена новелла, это в статью 440 Уголовно-процессуального кодекса в редакции 2017 года и статью 439 УПК в редакции 2021 года, о том, что отдельные судебные решения, вынесенные в ходе судебного разбирательства, такие как постановление о порядке исследования доказательств, об удовлетворении или отклонении ходатайств участников судебного разбирательства, о мерах по обеспечению порядка в зале судебного заседания, должны быть обжалованы в апелляционном порядке, одновременно с обжалованием итогового судебного решения по делу. А такие решения, как применение или изменение меры пресечения, о продлении сроков меры пресечения, о помещении лица в медицинский или психиатрический стационар для производства экспертизы, о наложении или снятии ареста на имущество, о передаче дела по подсудности или о ее изменении, о приостановлении уголовного дела, о возвращении уголовного дела прокурору могут быть рассмотрены в порядке апелляции, однако дальнейшее их обжалование в кассационном порядке рассматривается уже вместе с окончательным решением, принятых по уголовному делу. Установленный УПК Уголовно-процессуальным кодексом запрет обжалования определений суда апелляционной инстанции, вынесенного в ходе судебного разбирательства, касающихся ходатайств участников до вынесения итогового решения по делу, обусловлен тем, что вопросы, разрешаемые этими определениями, имеют непосредственное отношение к вынесению итогового акта и связаны с содержанием приговора. Правовая сущность данных определений, их функциональное предназначение в уголовном судопроизводстве предполагает необходимость их обжалования одновременно с итоговым судебным решением. Также нельзя забывать и о правах других участников процесса, в частности, о лицах, признанных по уголовным делам потерпевшими, права которых нарушались из-за заявления различного рода ходатайств. К примеру, ходатайства об отводе судьи, прокурора и так далее, и другие, которые приводили к намеренному затягиванию судебных процессов, вследствие чего судьи не могли приступить к рассмотрению дела по существу. А в некоторых случаях уголовные дела в последующем в силу указанных выше обстоятельств прекращались за истечением срока давности уголовного преследования обвиняемого. Принимая во внимание вышеизложенное, полагаем, что нормативное положение части 4 статьи 439 УПК Кыргызской Республики не ограничивает права сторон участников процесса, поскольку уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики предусмотрен
предусмотрена инстанционность пересмотра, и напротив, существует возможность дальнейшего обжалования определения, предшествующей окончательному судебному решению суда апелляционной инстанции Верховный суд, которым будет осуществлена кассационная проверка законности и обоснованности судебного акта. Отмечаем, что законодательство Кыргызской Республики в полной мере отражает потребности человека в защите своих прав, свобод и интересов в уголовном процессе и предоставляет расширенный спектр возможностей их реализации на основе принципов равноправия и состязательности сторон, обеспечивая доступ к правосудию и обжалование процессуальных действий и решений судов. Да, всё. Всё.